Очень насыщенные эти предпраздничные дни проводят сотрудники Государственного музея изобразительных искусств. Для участников специальной военной операции организовали познавательный экскурс в историю родного края. Выставка одного экспоната «Костюм средневекового ингушского воина» вызвала большой интерес гостей Храма искусств. Тем временем юное поколение знакомились с творчеством ингушских мастеров кисти и декоративно-прикладного искусства. В экспозиции под названием «Победный май 45-го» более 30 работ, посвященных Великой Отечественной войне. Организатором культурного мероприятия выступил региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Частью программы стала церемония возложения цветов к подножию обелиска в парке Схавы, а финальным аккордом – урок мужества для учащихся первой школы города Карабулака. Более подробно в сюжете Аси Горчхановой. Эта экскурсия не просто культурное событие, но и знак глубокого уважения участникам СВО. Экскурсоводы с особой теплотой рассказывали об уникальном экспонате – костюме средневекового ингушского воина, а также о работах ингушских мастеров, представленных на выставке, приуроченной к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Фонд защитника Отечества организует такие мероприятия для того, чтобы поблагодарить наших участников СВО, чтобы они были во внимании у населения. Это как бы благодарность этим ребятам и признание их героических подвигов, труда, служения своему народу. Беслан Илиев служит по контракту с 1993 года, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях и не раз терял боевых товарищей. И эти ребята, сегодня наши сыновья, можно сказать, выполняют специальную военную операцию по защите наших границ. Это очень важно, понимаете? Всегда нужны люди, мужчины, которые готовы защитить свою страну в тяжелое время. Тематическое мероприятие продолжилось в парке Славы. Здесь участники и организаторы возложили цветы к подножию памятника участникам Великой Отечественной войны. Возложение цветов – это не просто ритуал, это дань уважения и глубокой признательности всем тем, кто защищал нашу Родину. Это напоминание о том, что мы не имеем права забывать о подвиге наших героев, о том, что мир – это самое ценное, что у нас есть. Завершением насыщенного цикла мероприятий стала патриотическая беседа участников СВО с учащимися Карбулакской первой школы. Ребята получили возможность из первых уст узнать, с какими сложностями сталкиваются наши бойцы, как находят в себе силы, несмотря ни на что, идти дальше. Фонд защитников Отечества я уже схила название. Царь чохан, больница да доктор, то хажир дух дел хайдаться, то Ежедневную работу по формированию патриотического сознания граждан, сохранению исторической памяти проводит Фонд «Защитники Отечества», тем самым внося свой вклад в будущее России. Ася Горчханова, Ахмед Исмурзиев, Раиса Хидриева, Вести Ингушетия.